Полиомиелит сегодня остается одним из опаснейших заболеваний, которое может привести к параличу, в том числе дыхательных мышц. И вероятность летального исхода в этом случае довольно высока. Даже если паралич не развивается, заболевание может вызывать долгосрочные проблемы со здоровьем, такие как мышечная слабость и различные деформации. Инфекция попадает в организм через ротовую полость и размножается уже в кишечнике. Особенно остро встает вопрос о вакцинации весной и летом, так как в этот период риск заразиться в разы выше. Обезопасить маленький неокрепший организм легко. Это своевременная вакцинация. И Минчеркиев уже прошел медицинское обследование, которое необходимо для того, чтобы убедиться, нет ли препятствий для проведения прививки. Процедуру парень перенес смело. Было вообще не больно, не страшно. Прививки ставятся очень легко. Сегодня мне ставили уже несколько раз их. Сегодня последний раз поставили. Мама Эмина делится, что доверяет врачам и никогда не слушает сомнительных антипрививочников. Решение защититься от рисков осложнения полиомиелита приняла давно, еще с появлением первого ребенка. У меня 4 детей, я постоянно своевременно своих детей привожу на прививки. Мне кажется, если не прививать детей, что в дальнейшем это может быть вплоть до летального исхода опасным. Врачи неустанно повторяют, что никакой опасности вакцина не представляет, а вирус полиомиелита может принести проблемы. Многие боятся, что после прививки у детей возникнут осложнения. Но практика показывает, что процент таких случаев минимален. Может быть температура, может быть местная реакция. Это норма для прививки. Может быть общее какое-то недомогание, слабость. То есть это нормально. И даже температура – это нормально при прививке, потому что это идет наработка антител, чего мы и добиваемся от вакцинации. Заболеть инфекцией может кто угодно, поскольку заражение происходит через грязные руки. Поэтому основная группа риска – малыши до 5 лет, у которых гигиенические навыки еще хорошо не развиты. По статистике из 200 детей, например, заболевших, один из ребенков получает паралитическую форму. Это достаточно высокий процент. И это, конечно, инвалидизация пожизненная практически. То есть там даже пройдя реабилитационные мероприятия какие-то, ребенок, в какой-то степени может восстановиться, но, конечно, не в полной степени. Вот. И поэтому здесь клинически как может протекать? Это повышение температуры, могут быть катаральные проявления в виде кашля, насморка, может быть нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть это может быть рвота, это может быть жидкий стул. Конечно, чаще всего заболевание проявляется слабостью, вялостью, недомоганием. То есть ребенок может лежать, то есть выраженные проявления интоксикации. Вопрос хранения вакцин очень щепетильный, поэтому на случай сбоя электроэнергии в больнице стоит генератор, а в прививочном пункте идеальная чистота. Лекарства хранятся, как и положено, со строгим соблюдением температурного режима. Для недоверчивых родителей здесь даже проводят полный экскурс. Вакцин у нас выделено 2 холодильника, в каждом холодильнике температура от +2 до +8 градусов. Для каждой вакцины у нас выделена отдельная полочка, то есть живые вакцины у нас хранятся в верхних полочках, и инактивированные вакцины у нас хранятся в нижней полочке. Пентаксим у нас хранится в этом холодильнике. Вакцина свежая, постоянно поставляется. На сегодняшний день в регионе зафиксированы случаи именно острого вялого паралича. Поэтому по поручению главы региона Махмуда Али Калиматова проводятся туровые вакцинации, по итогам которых получают прививки более 90% от всего числа подлежащих вакцинации. Мадина Цора, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.